прокуратура перестала быть как бы таким карательным органом, которая расследовала уголовные дела. Одновременно и в одном ведомстве было и надзор за ними, и, значит, затем поддержание государственного обвинения по этим же делам. Скорее всего, действительно, мировой опыт подсказывает, что следствие, прокуратура должна быть над всем этим. И прокуратура сейчас стала таким правозащитным больше органом. И мне, например, это больше импонирует, что прокуратура стала именно правозащитным органом. Хотя прокуратура всегда была правозащитным органом, но вот эти вот, так сказать, репрессивные функции, которые были у прокуратуры, они, конечно, значит, как бы обязывали сохранять в одном ведомстве и то, и другое, и порой приоритет вот всех этих полномочий было держать очень сложно. Вот. А сейчас, когда прокуратура не связана со своими репрессивными функциями, она действительно выполняет роль правозащитной организации, когда любой гражданин по любому вопросу, как и раньше в целом, но особенно это стало актуально после того, когда произошло становление новой России, становился, и когда гражданину, ну, я хорошо застал те времена, когда любой гражданин мог было пожаловаться в газету, там, райком партии, партком на заводе и прочее, значит, исполнительный комитет района. После того, как это ничего не стало, по сути дела, осталась одна прокуратура, куда может пройти, обратиться со всеми бедами гражданина, и который прокурор в силу своих полномочий может помочь. Сын юрист, да, действительно юрист, он закончил юридический факультет МГУ. Вот. И, честно говоря, я хотел, чтобы он работал в прокуратуре вообще. Вот. И я ничего не вижу в том, что... Ну, почему есть династии, слушайте, там, Хлеборобов, Ливаров, там, прочее, почему не может быть династия, в МВД есть династия, почему не может быть династия прокурорских работ? Тоже может быть. Вот. И я хотел бы, чтобы он работал. И, надо сказать, и он проходил, когда я еще работал в Москве, он проходил, тогда следствие было в прокуратуре, он проходил практику, значит, следственную в прокуратуре, по-моему, на втором курсе, и общественным помощником тоже работал, следователи, тогда ведь существовали, раньше существовали общественные помощники прокурора, которые работали у помощников, с помощниками прокурора, с заместителями, и общественные помощники следователя. Это наиболее интересная была работа для молодых людей, когда, значит, ночь, день, они выезжали вместе, значит, со следователями, иногда в качестве понятых, что, в общем-то, иногда спаривался в суде, но, кстати, законом это не запрещено было. Вот. И выезжали на осмотр, там, убийства, в Москве все это очень интересно, там различные преступления себя совершались, и глаза горели, он приезжал, мне это рассказывал, даже я, будучи прокурором, заместителем прокурора Москвы, выезжал на ряд громких уголовных дел, громких преступлений, ну, например, я дежурил как раз в тот момент, когда было совершено убийство заместителя председателя Госбанка Козлова. Значит, я один из первых, который приехал на место происшествия, организовывал осмотр этого места происшествия. И он сын тоже приехал со мной, он же тогда был, по-моему, на 3-м или 4-м курсе. Вот. И я вообще считал, что он будет работать в прокуратуре. Но я вам скажу, что вот на 4-м, на 5-м курсе у него что-то произошло, значит, перелом какой-то, и ему больше стало нравиться, значит, предпринимательское право, коммерческое право, значит, вот такое вот цивильное. Но я думаю, что это, вот у меня такое, значит, мнение, что большую роль тут сыграла жена, потому что жена у меня тоже юрист, вот, она в прокуратуре не работала, она всю жизнь занимается цивильным правом.